أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Уважаемые братья, уважаемый джамаат, в первую очередь позвольте вам передать салям, приветственные слова от нашего муфтия, шейха Ахмада Афанди Абдуллаева. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля баракатуху. Мы находимся в преддверии наступления месяца Рамадан. И более того, мы совсем близко к наступлению священной ночи Бараат, которая наступает именно в середине Шаабана. Ночь Бараат – это ночь, в которой Всевышний Аллах отчитывает раба. Именно в месяце Шаабан наши деяния с вами, то, что мы совершили за весь год, их ангелы возносят для отчета перед Всевышним Аллахом. Это годовой отчет всего, что мы сделали, как мы это сделали. Именно отчет проходит в эту ночь. Это называют эта ночь и определение, ночь очищения, ночь спасения. И для чего Всевышний Аллах нам дал такую ночь? Для чего Всевышний Аллах нам дал сам Шаабан месяц и месяц Раджаб? Для того, чтобы мы готовились. Чтобы мы готовились для наступления основного месяца, в котором столб религии – это пост, месяц Рамадан. И зная нас, слабых, у нас как бывает, мы целый год живем как хотим, мы целый год ведем себя как можем, как хотим. И наступает Рамадан, и резко переключаться в режим богобоязненного человека бывает невозможным. Это тяжело. Так же, как бывает тяжело тому, кто не постился целый год, и вдруг наступает Рамадан, он начинает поститься, организм не привык, первые 3-4 дня бывает очень тяжело, поднимается давление, болит голова, потому что тело не готово. И бывает так, что и душа не готова, человек не готов. А нужно готовиться. Вот как бывает у нас, когда мы посещаем рынок, базар, час-два, покупаем что-то, торгуемся, потом приходим домой, и если мы сразу вступаем в намаз, что у нас бывает в голове? Тяжело же бывает уже в намазе свои мысли, направлять на Всевышнего Аллаха. И весь намаз проходит у нас о мыслях о торговле. Надо было это купить, это надо было не покупать и так далее. Вот так же, как тяжело бывает уже в намазе перестроиться, вот так же бывает и тяжело тому, кто и в Шаабане, и в Раджабе не проявлял усердия и просто вступает в Рамадан. Этот священный потом месяц у него проходит как обычно. И он ничего не может там добавить. Он ничего не может там изменить, сделать что-то по-другому, что-то добавить в поклонении, потому что он не подготовился. У нас бывает так, наступает Рамадан, остается 2-3 дня, или в первый день мы говорим себе: давай-ка я в этом месяце начну посещать джамаат намазы, давай-ка я начну побольше делать садака. У всех бывает какой-то план измениться, но не у всех получается. И потом в последний день Рамадана мы думаем: как быстро он прошел, я так и ничего не сделал. Постился вроде месяц, ничего не ощущаю, лучше не стал, такой же остался.
это все говорит о том, что не было подготовки. У нас еще есть полмесяца Шаабана, чтобы подготовиться. Не только постами, но подготовить еще и свой характер, подготовить свой нрав, поведение. Поэтому нам Всевышний Аллах дает такие ночи. Как некоторые чиновники, которые отправляются в санаторий, когда долго работают, усердно, отправляются в санаторий, чтобы отдохнуть, набрать здоровье и чтобы потом работать целый год. Вот то же самое нам дает Всевышний Аллах именно эти месяца. Набрать сил, подготовиться и вступать в основной месяц. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда сподвижник, который заметил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в Шаабане именно очень активно постится, в поклонении бывает, он же его спросил, в чем причина, и пророк объяснил, что Шаабан это месяц «Ягфулу насу фихи», говорит посланник Аллаха. Люди забывают про него. Люди забывают про него. Потому что наступает Раджаб, имамы говорят об этом, наступает священный месяц, мы начинаем поститься. Рамадан, понятное дело, все постятся, но между ними Шаабан всегда остается без внимания. У нас же бывает в народе, говорят некоторые, пока Рамазан не наступил, нужно быстро сыграть свадьбу для своей дочери, запретную свадьбу. Такая свадьба запретна целый год, круглый год. Но многие люди стараются сделать побыстрее запретные, пока не наступил Рамадан. Заядлый курильщик, который любит курить, он говорит, в Рамазане курить нельзя перед всеми, и он пытается выкурить все, пока не наступил Рамадан, то есть Шаабан месяц. Пытаются быстро сыграть все эти свадьбы, все эти мероприятия, которые запретны, в запретном формате. Вот таким образом тоже этот месяц остается без внимания. Но посланник Аллаха говорит, в этом месяце деяния возносятся для отчета. Поэтому было бы хорошо говорить, чтобы мы или постились, или были в поклонении, и наши деяния возносились. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что в эту ночь, в серединной ночи Шаабана, Всевышний Аллах уготовил прощение каждому, кто обратится с таубу, с покаянием. И в одном из изречений сказано, что в эту ночь двое лишаются всех благ. Подобное изречение и в отношении месяца Рамадан. То есть, сколько бы человек ни постился, сколько бы он ни посещал таравих намаз, есть люди, которые не получат ничего. Ни в Шаабан месяце, ни в Рамадан месяце. Хотя мы знаем, в Рамадане Всевышний Аллах за один день освобождает от огня огромное количество людей, которые достойны были находиться в аду. И с каждым днем это количество увеличивается. Но есть люди, которые не получат ничего, как бы он ни постился. И есть изречение, где посланник Аллаха говорит, что в Шаабане тоже в эту ночь не будет прощен. Это мушрик. Но мушрик, он, понятно, это человек неверующий. Он не верит во Всевышнего Аллаха. Что он может получить? Ау мушахин, сказано в хадисе. Мушахин, человек, тоже, который не получает блага ни в Шаабане, ни в Рамадане. Мушахин тот, в сердце которого есть ненависть и злоба, вражда кому-либо из братьев. Мушахин. Человек, у которого в сердце ненависть к кому-либо из братьев. Заметьте, дорогие братья, он лишается всех благ. Почему? Потому что, когда мы ложимся спать ночью, обычно у нас бывает уютная постель, чистая постель. И убирая одеяло, чтобы лечь, если мы обнаружим на белой простыне какую-то грязь, мы не ложимся туда, никто туда не ляжет. Мы или уберем, потребуем новое, или почистим. И вот когда Всевышний в Рамадане или в эту ночь Шаабана
желает одарить этого му'мина благом, милостью, прощением и так далее, но замечает, что в сердце у него есть вот эта грязь, которая как на белом фоне черное пятно. Это ненависть к кому-либо, злоба. Вот как мы не ложимся в эту постель, вот так же тоже и Всевышний Аллах не вкладывает, не одаряет его этим благом, потому что у него грязь. Понимаете, дорогие братья? Именно вот еще как нам нужно готовиться к Рамадану. Не только постами, не только улучшить здоровье, хотя очень желательно посещать врачей, посмотреть, какое у нас состояние, что, как. Но есть еще один момент, подготовиться, имеется в виду наладить наладить отношения между братьями по вере. Потому что разрывающий родственные узы также лишается всех благ в этих священных месяцах. Кто обижает родителей, кто распивает спиртное, эти люди тоже входят в эту категорию. Поэтому Рамадан месяц – это месяц, по сути, месяц благонравия, месяц хорошего поведения, месяц хорошего отношения. Потому что если есть к кому-то злоба, ненависть, наши посты под вопросом, мы можем потерять вознаграждение. Чтобы молодые уважали взрослых, следили за этим, работали над собой именно в этих священных месяцах, чтобы этот заряд остался на целый год. Вот здесь присутствуют молодые ребята. Когда я работал в Каспийске, был коллега, который работал в отделе просвещения. Утром он приходит на работу и говорит мне: я сегодня такую картину, говорит, застал, мне аж неудобно, говорит он, до сих пор неприятно. Я, говорит, вижу женщину, которая желает дорогу перейти, взрослая женщина с сумками, это в городе. И я подошел и сказал: мать, дайте, говорит, ваши сумки, я помогу вам дорогу перейти. Она смотрит на него. Он думал, может, она не понимает русский язык. На аварском сказал. Она говорит, она дала понять, я понимаю, но она молчит, она ничего не говорит. Он говорит: я не желаю, может, вы думаете, что я хочу украсть, говорит, их? Нет, я их не украду, я возьму ваши сумки. Он начинает подробно объяснять. Дорогу перейдем, и если надо, до дома тоже доведу, говорит он. Она молчит. Он говорит: в чем проблема, что не так? Она говорит: просто я первый раз слышу такие слова. Видите? Когда столько молодых ребят, которые с пеной у рта могут спорить целыми ночами о вопросах нашей религии, которые их не касаются порой. Оказывается, наши взрослые люди от нас, от молодых, не слышат даже этих слов. Давайте, я вам помогу дорогу перейти. Она была в шоке просто. Она говорит: я первый раз, она думает, ты человек или кто? Раньше, говорит, мы этого не слышали. Понимаете? Вот над чем нужно работать в этих священных месяцах. Именно улучшить отношения, улучшить свой характер, быть терпеливым, вежливым. Но, конечно, есть и хорошая сторона. Когда, опять-таки, я молодым ребятам, это часто школьникам рассказываю, когда находился в Санкт-Петербурге, нам, работникам, организовали встречу с участницей блокады. Мы же знаем, блокада Ленинграда, да, такой период в истории, очень тяжелый период. И нам было очень интересно ее послушать. Что она видела своими глазами. Взрослая, да, бабушка. Оказывается, таких бабушек 10-12 осталось, но не все могут рассказать, передать. То есть многие больные. Ну, а была одна такая активная, которая со школьниками встречается, со студентами и рассказывает, что она видела. Вот просто элементарно, что она рассказывает, она говорит, самым вкусным в эти дни, что считалось, говорит, завод, в котором изготавливали сахар, их все же разбомбили, все бомбили там, то есть руины этого завода, они собирали пепел от сгоревших руинов, клали на марлю под стаканом и наливали воду.
И вот та вода, которая просачивается через этот пепел, он грязный, темный, но имел сладкий вкус. Потому что это пепел из завода, где изготавливали сахар. Она говорит, вот это было самым вкусным на те времена. Нам же полезно иногда слушать такое, чтобы мы шукру делали. И вот она рассказывала, было очень интересно, и один журналист спрашивает ее, скажите, пожалуйста, вот глядя на молодежь того времени и молодежь сегодняшнюю, что не хватает? Она говорит, начала перечислять, эти молодые люди друг друга не уважают, эти молодые люди взрослых не уважают, они не ценят то, что сегодня спокойно, нету войны и так далее. Но потом говорит, но все это не касается дагестанской молодежи. В Санкт-Петербурге блокадница говорит такие слова. Это было то время, когда любую ошибку дагестанца освещали в СМИ, по телевизору, в интернете, как огромная проблема. Было такое время. Вот именно в этот момент она это сказала, в этот период. Мы удивились. Мы думали, что нам это послышалось. Переспросили, как это? Она говорит, да, вот это все эти минусы, скажем, они не касаются дагестанской молодежи. Почему? Потому что, говорит, когда я захожу в автобусы, трамваи, дагестанцы, говорит, уступают место. И они говорят еще, давайте, говорит, ваши сумки, мать, мы вам поможем до дома довести. И она это, оказывается, рассказывает во всех школах Санкт-Петербурга и Москвы, где ее приглашают. Вот, дорогие братья, что такое благой нрав? По сути же, это мелочь. Это такая мелочь, которая в каждом дагестанце должна быть в крови вообще, по умолчанию. Он должен это сделать автоматически и забыть про это. Но видите, какой асар, какой эффект она дает, особенно за пределами нашей республики. Да и в Дагестане тоже, мы же это не всегда видим. Но это вот так приближает людей к исламу. Вот такое хорошее мнение бывает об исламе. Я думаю, это и есть победа. Когда мусульманин своим поведением, особенно когда он на дорогах, когда он может уступать, может потерпеть. Только что по дороге сюда мне рассказывал парень, который сел с нами по дороге, работал, говорит, в Москве, и какая огромная разница, говорит, между нами, мусульманами и не мусульманами. Даже если, говорит, на минуту, на 2 минуты после зеленого света машина не трогается, вся колонна ждет, никто не сигналит. У нас, говорит, чуть-чуть кто-то там замешкается на зеленый цвет, уже каждый желает его обогнать, чтобы просто посмотреть злым лицом на его, дав понять ему, что он не прав, не говоря уже про мат и так далее. Вот там, дорогие братья, же и показывается степень имана человека. В таких моментах, в таких ситуациях. Если там будем работать над собой, когда хочется поругать, нет, давай-ка я себя сдержу, давай-ка я потерплю. Вот когда работаем над собой в таких моментах, иншаллах, эти священные месяца, эти священные дни, ночи тоже проведем достойно. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы и ночь Бара для нас была ночью очищения, ночью спасения, чтобы мы успели до Рамадана, как говорится, помириться и с родственниками, и с братьями по вере, улучшить отношения, и чтобы мы достойно провели священный месяц Рамадан, чтобы Всевышний принял наши посты, наши благотворительные садака, и чтобы Дагестан был спасен от смут и бед, и нашим маалимам, руководителям долгих лет жизни. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.